Здравствуйте, ребята! Расскажу-ка я вам сказку, да не простую, а экологическую. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Слушайте внимательно, да конспекты делайте, зачет сдавать будете. В некотором царстве, в некотором государстве, а может и в республике, жил-был северный народ. Природа у них была красивая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Очень любили они свои леса, поля и реки. Жили бы, да не тужили, пока однажды к ним не пришел волк. Его не интересовала красота природы, а только ее богатство. Он решил здесь все перерыть. Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки-вяки. Что не случится, мы в ответе волк почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Ну что вам стоит завод построить? Подумаешь, урон небольшой. У вас здесь столько земли, что вы даже не заметите. Я создам рабочие места, а главное деньги, 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 деньги. Но тут в дело вмешались экологи. Хватит, хватит! Замолчите и запомните, я не из пугливых. Меня зовут Галина Сафроновна. Вредить экологии я не дам. Ваш завод слишком опасен. Общественность не позволит. Шум мне действует на нервы. И решили промышленники тоже вести работу с общественностью. Вот, Елена, обрати свое внимание. Ствол серебряный, а листья золотые. Зачем? Как зачем? Для богатства. Для богатства. А богатство зачем? Зачем? Вот деревья у меня стволы серебряные, а листья золотые. Мне наши деревья больше нравятся. Это какие такие ваши? Березки белоствольные. И листочки на них каждый год новенькие. Но не все оказались такими сознательными. Кое-кого удалось обмануть лестью да хитростью. Человек удивительный, человек замечательный. И впустил он чужаков на свою землю. Дозрел. Дозрел. Не такие скверные, слуги мои верные. Дозрел! Обженят! Благодарю, все видел, все знаю. Эх, попался на крючок наш Василий Дурачок. И понастроили они химических заводов. Да много разных опасных производств. Землю всю перерыли. Жадность людская не знала границ. Торопились слишком. Экологов не послушались. С нарушениями все построили. Халатность скоро дала о себе знать. Случилась авария с немыслимым ущербом для окружающей среды.
увидел я сон. И этот сон ускользнул от меня. И не осталось на земле ни деревьев, ни травы, ни чистой воды. Кислород перестал вырабатываться без растений. Атмосфера планеты стала непригодной для жизни. Покинуть бы планету, долететь некуда. Вот чудо. И поняли тогда люди, что без природы они не выживут, а планету надо беречь. Да было поздно. Но сказка на то и сказка, что в ней случаются чудеса. Атмосфера восстановилась, и стали люди жить долго и счастливо. Но так, конечно, бывает только в сказках. Доброе утро. Ну что? Теперь вы все поняли? Что вы имеете в виду? Что деньги не главное? Деньги дают людям власть. Но новую планету за деньги не купишь. Так вы обещаете Что? соблюдать экологические нормы? Разумеется, да. Хоть это и затратно. Вы даете слово? У меня тоже внуки.